Слово предоставляется президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Пожалуйста. Уважаемый Никола Валерьевич, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы выразить признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за организацию юбилейной сессии Совета коллективной безопасности. Действительно, у нас сегодня уникальный форум, посвященный, можно сказать, двойному юбилею ОДКБ. С годами наша организация утвердилась в качестве эффективного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития. Созданием ОДКБ на обширном пространстве Евразии была возведена прочная система коллективной безопасности. Ее главными задачами являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Успешно функционируют постоянные рабочие органы ОДКБ, действуют различные форматы тесного сотрудничества и даже взаимодействия. Укрепляется силовой, правоохранительный и миротворческий потенциал. Особое внимание уделяется противодействию международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции. В этом ключе придаем большое значение развитию ситуации в Афганистане. Нестабильная обстановка в этой стране, а также не снижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии. В ближнесрочной перспективе безусловным приоритетом является развитие миротворческого потенциала организации. Работа в этом направлении активно ведется. Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ. Прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами. Как вы знаете, по инициативе Казахстана учрежден институт спецпредставителя Генерального секретаря по развитию миротворчества. Таким образом, все необходимые инструменты сформированы, и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу подключения ОДКБ к миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира. Уважаемые коллеги, наши оценки развития ОДКБ и общее видение актуальных аспектов международной и региональной безопасности легли в основу юбилейного заявления Совета коллективной безопасности. Благодарю Армению за плодотворное председательство, и российскую сторону за своевременную инициативу о проведении данного форума. Спасибо за внимание.